Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана направил соболезнования председателю КНР. В Туркменистане началось строительство собственного сухогруза. Делегация нидерландских агропромышленных компаний посетила Туркменистан и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального исполнительного директора Саудовского фонда развития султана Абдулрахмана Аль-Маршада. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего финансово-экономического сотрудничества. Глава государства отметил важность расширения диалога с международными финансовыми структурами и подчеркнул высокий уровень взаимодействия с Саудовским фондом развития. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты у вновь назначенного послом Беларуси в Ашхабаде Станислава Чепурнова. В ходе встречи президент Туркменистана выразил уверенность, что полномочный представитель Беларуси будет всемерно способствовать укреплению и развитию плодотворного двустороннего сотрудничества. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с землетрясением, произошедшим на юго-западе страны и повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья. Глава государства от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично выразил слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Киль первого из двух туркменских сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн заложен на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» в международном морском порту Туркменбаши. Строительство сухогрузов ведется в партнерстве с южнокорейской Koryo Shipbuilding Industry Technology. На церемонии закладки присутствовали руководители завода «Балкан» и президент КСИД Чхве Ек-ун. В сентябре 2023 года «Балкан» и КСИД подписали соглашение о совместном строительстве двух сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн. Делегация 6 ведущих нидерландских агропромышленных компаний во главе с East West Trade посетила Туркменистан. Визит организован с целью развития сотрудничества в агропромышленном секторе, обмена передовыми технологиями и расширения партнерских связей. Новая витрина, посвященная грибам, появилась в экспозиции отдела природы и краеведения Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. Здесь демонстрируются муляжи шляпочных грибов, встречающиеся на территории страны. По последним данным Центрального телевидения Китая, землетрясение в Тибете унесло жизни 95 человек. Еще 130 получили травмы различной степени тяжести. Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано в утренние часы по местному времени с эпицентром на глубине 10 километров. За основным толчком последовала серия из 49 авторшоков. Подземные колебания ощущались далеко за пределами Китая, в соседнем Непале, Индии, Бутане и Бангладеше. Сильнейшие дожди обрушились на священные для мусульман города Мекку и Медину в Саудовской Аравии, превратив городские улицы в бурные потоки. Ситуация настолько серьезная, что метеорологическая служба страны была вынуждена объявить наивысший красный уровень погодной опасности. Белорусский Витебск объявил о продлении контракта с защитником сборной Туркменистана Випой Джумаевым. Соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до зимы 2025 года. Випа Джумаев перешел в Витебск в феврале 2024 из «Энергетика БГУ». В прошлом сезоне он провел на поле 397 минут в рамках чемпионата Беларуси и отдал одну голевую передачу. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.